Немного истории. Газета «Тувинская правда» была основана в 1924 году, еще при Тувинской Народной Республике, которая только тогда начинала строить свою государственность. Первые выпуски освещали события местного и международного значения, становление советской власти, развитие экономики и культуры ТНР. С первых дней своего существования газета стала важным инструментом в распространении информации и политической пропаганды. По сей день печатное издание продолжает свою работу и остается важным источником информации для жителей Тувы. Тувинская правда – это легенда. Всегда хотела работать в печатном издании. Это здорово, классно, замечательная школа. И как-то работаешь, и каждый день как новый. У тебя нет дня сурка. Тебе все нравится, тебе все интересно, все классно. Люди, путешествия по Туве. Ну и, конечно же, такой здоровый адреналин. Тувинская правда – это своя вселенная, это легенда. Это 100 лет с читателями. Охота поздравить всех, кто причастен как-то к Тувинской правде, особенно ветеранов, журналистов. Их перечислять это просто невозможно. Но, конечно же, это наши читатели. Это мы для них работаем. Мы каждый день с ними, так сказать, на пульсе. Наши читатели – это наше все. Мы их любим, уважаем, почитаем. Спасибо, что вы с нами. Благодарю от всей редакции газеты «Тувинская правда». Василий Кривдик, ветеран журналистики, оставил значительный след в истории газеты, проработав в ней 16 лет. Его профессиональная деятельность в издании стала важной составляющей в развитии региональной журналистики и культуры. Он известен своим профессионализмом, объективностью и тщательным подходом к сбору информации. Статьи Василия Кривдика отличались глубиной анализа и актуальностью, что сделало его имя уважаемым среди коллег и читателей. В 1978 году, 60-летие комсомола было, я приехал командиром студенческого строительного отряда имени Ильича. И строили мы дорогу Читан-Хандагайты. Вот тогда я впервые напечатался в «Тувинской правде», писал там, поскольку я учился на факультете журналистики, то писал о механизаторах. Вот. С нами работали там из ДСУ-1. Начальником был Владимир Иванович Антипин. Вот. И заходил в «Тувинскую правду, познакомился с журналистами. А через год окончил университет в 1979 году и написал Маслову, чтобы он сделал мне вызов. Он пригласил. На протяжении 100 лет «Тувинская правда» претерпела множество изменений, отражающих исторические вехи и изменения в обществе. Во времена Великой Отечественной войны газета освещала героизм тувинцев, сражавшихся на фронте. В послевоенные годы она стала важным источником информации о восстановлении и развитии региона. Если раньше «Тувинская правда» выходила почти что каждый день, были такие времена. Вот сейчас у нас выставлены старые газеты, огромные полосы, да, размером А2, это как ватман почти получается. Сейчас, да, сейчас газета, конечно, поменьше стала выходить, и тираж, и количество выхода в неделю. Но редакция, сотрудники газеты продолжают свою работу уже на другом уровне. Сейчас они работают не только на печатную газету, они работают еще на онлайн формате нашей газеты. Есть сайт, есть социальные сети. Да, действительно, сегодня мы отмечаем замечательный праздник в республике. Это очень знаковый праздник. Сегодня 100-летний юбилей отмечает наша уважаемая газета «Тувинская правда». Она сегодня является нашим, честно говоря, через кого мы получаем самую важную, самую нужную и самую интересную информацию. Поэтому хотел бы сказать, что за эти 100 лет она пережила очень много совместно с нашей республикой, совместно с нашими жителями. И такой интересный путь она прошла. И мы сегодня очень рады поздравить от имени Верховного Урала, парламента Республики Тува, наш уважаемый, наш любимый газету «Тувинскую правду» с 100-летним юбилеем, коллективу здоровья, благополучия и дальнейших успехов. Сегодня «Тувинская правда» остается ведущим печатным изданием республики, несмотря на конкуренцию со стороны электронных СМИ. Газета активно освещает все аспекты жизни региона, от политики и экономики до культуры и спорта. Особое внимание уделяется национальным особенностям и традициям тувинского народа. Глава Тувы поздравил всех работников, ветеранов с этим праздником. Сегодня перед вами стоят непростые задачи. Нужно расширять свою аудиторию, использовать современные формы доставки информации до своего читателя.
призвать в профессию молодых креативных людей. Уверен, что коллектив газеты способен развивать Тувинскую правду. Уверен вести ее вперед в бурном информационном море. Сердечно поздравляю коллектив редакции со столетием газеты. Желаю вам творческих успехов, профессионального мастерства и благодарного читателя. Газета также активно участвует в общественной жизни, организовывая различные мероприятия, конкурсы и акции. Она продолжает играть важную роль в воспитании молодежи, продвижении культурных ценностей и формировании гражданской позиции. В связи с чем глава региона Владислав Хавалык вручил отличившимся журналистам государственные награды. За вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный работник Республики Тыва» присвоено Ирине Качан, корреспонденту редакции «Тувинская правда». Также за вклад в развитие средств массовой информации и за высокий профессионализм награждена медалью Республики Тыва. За доблестный труд старший корреспондент Марина Кенин-Лапсан. Издательский дом Тыва Медиагрупп. Столетний юбилей Тувинской правды – это важное событие для всей республики. Газета прошла долгий путь, сохранив при этом верность своим читателям. Впереди у издания новые вызовы и достижения, но одно остается неизменным – это его значимость для каждого, кто ценит правдивую и актуальную информацию. Инна Клоян, Владимир Сюртук, Ангыр Кюжугет, телеканал Тува-24.